Первый вопрос повестки еженедельного совещания о проведении в Ингушетии осеннего призыва и отбор граждан на военную службу по контракту. По словам военного комиссара республики Заурбека Гадабуршева, в регионе призыв идет строго по плану Министерства обороны России. В вопросе призыва важно, чтобы в работе муниципалитеты принимали более активное участие. По-прежнему хотелось бы, чтобы начальники военного учета столов ежедневно отчитывались перед главами сельских поселений, а главы муниципальных образований уже спрашивали из глав сельских поселений о работе, проделанной за день. На сегодняшний день также были переданы повестки, это министерство и ведомство наше. И на сегодняшний день не отчитались по повесткам. Управление по организации деятельности мировых судей по одному человеку, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации по 4, Министерство строительства по 2. Первая группа призывников – это 8 человек из Ингушетии уже пополнила ряды вооруженных сил России. 3 человека проходят военную службу в сухопутных войсках под Санкт-Петербургом. Остальные 5 человек служат в космических войсках. Ребятам по возможности дают право выбрать те войска, в которых есть желание обучиться навыкам военного дела. Всего нам необходимо будет отправить более 200 человек. Если из них нужно будет отправить около 40 водителей категории С. Служить ребята будут во всех видах войск и на всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день вопросы, которые в ходе призыва возникают, решаются непосредственно во взаимодействии с главами муниципальных образований, органами внутренних дел и другими структурными подразделениями республики. Следующий вопрос – повестки совещания организации работы по предоставлению земельных участков лицам, заключившим контракт на прохождение военной службы. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, участникам специальной военной операции, которые сегодня блестяще отстаивают интересы нашей страны, оказывают всю необходимую помощь и поддержку. Основная из них – выделение земельных участков. На сегодняшний день нами, наше министерство, ведется работа по предоставлению земельных участков лицам, мобилизованным для участия в специальной военной операции, и лицам, заключившим контракт на участие в специальной военной операции. На сегодняшний день нами выдано 120 земельных участков мобилизованным гражданам, и ведется работа по формированию земельных участков для последующего предоставления лицам, призванным по контракту. Это добровольцы, которые заключили контракт на участие в специальной военной операции. Земельные участки распределяются по населенным пунктам, в основном по месту проживания пытаемся, но не всегда получается, поэтому приходится в разных населенных пунктах выдавать участки. Заявления подаются в Министерство имущества и земельных отношений Республики Ингушетия. Мы находимся в городе Награм по проспекту Базоркина, 70. Далее обсуждение готовности к осенне-зимнему периоду в республике. Согласно плану, отопительный сезон в Ингушетии стартовал 15 октября. В республике тепло дали 6 котельных централизованного теплоснабжения. По всем объектам у Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства есть замечания по паспортам готовности. Ресурсоснабжающие организации должны с 15 ноября отчитаться, подготовить свои паспорта готовности, представить. На сегодняшний день замечания не устранены. По котельным, по 6 котельным, которые находятся в муниципальной собственности, которые отапливают 47 жилых и 6 социальных объектов. Большие и мелкие, которые замечания, которые можно устранить там, в течение короткого времени. Исполняющий обязанностями председателя правительства Ингушетии Магомед Девлоев отметил, что возникшие проблемы с котельными в Ингушетии нужно решить в кратчайшие сроки. Все эти проблемы, которые возникают в муниципальных образованиях по котельным, это из года в год одни и те же. Ничего нового там не бывает. Поэтому все уже должны были быть заранее готовыми к отопительному сезону. Давайте до конца недели проверьте и в виде докладной главе республики доложите, кто как сработал. На еженедельном совещании также говорили о реализации национальных проектов, о проведении сезона полевых работ, о реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и не только. Рина Цичоева, Ахмед Парчиев, Новости 24.